эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Москва готовится к массовому тестированию и вакцинации населения от COVID-19. В Чурапче и Якутске почтили память легендарного тренера Дмитрия Коркина. Свежие овощи, мясо и рыба. Ярмарка выходного дня открылась в центре Якутска. Москва готовится к массовому тестированию и вакцинации населения от COVID-19. В столице набирается достаточно для добровольцев для проведения третьей фазы испытаний российского препарата. Подробности у Алены Островской. Москва готовится начать массовую вакцинацию населения от коронавирусной инфекции при помощи российского препарата «Спутник-5». Об этом во время видеоконференции рассказал президенту Владимиру Путину столичный мэр Сергей Собянин. Параллельно с запуском гражданский оборот нашей вакцины, большие испытания, одни из самых крупнейших в мире, около 40 тысяч человек в них будут принимать участие. Мы открыли свободный доступ записи добровольцев. Буквально за несколько дней записалось более 5000 человек. Поэтому никаких сомнений нет, что мы наберем количество людей, желающих поучаствовать в этих дополнительных исследованиях. Путин поинтересовался, сделал ли сам Собянин себе прививку. Владимир Ильич, мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину. Потому что вот даже сегодня по опросам, не более половины, может менее половины, около половины россиян вообще сомневаются в том, что нужно, не нужно вакцину делать, она вообще доработана или нет. А вот 2 месяца тому назад, когда мы активно продвигали эту вакцину, вообще скептиков было чуть ли не 90%. И для того, чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института, мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половина всей большой стадии, чувствую себя нормально. Прививку от коронавирусной инфекции сделал и министр обороны Сергей Шойгу. Он стал 3-м членом Кабинета министров, публично сообщившим о своей вакцинации от коронавируса. После вице-премьера Марата Хуснуллина и главы Минпромторга Дениса Мантурова. Российская вакцина, названная в честь первого в мире спутника, запущенного Советским Союзом, была зарегистрирована в августе до начала 3-й фазы испытаний. Многие критики предостерегали от ее использования до получения международно подтвержденных результатов тестирования. После публикации итогов исследования в авторитетном научном журнале The Lancet и начала 3-го этапа испытаний, российские власти заявили, что вакцина «Спутник-5» доказала свою высокую безопасность и эффективность. Число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в России на днях превысило 1 миллион. 17 тысяч человек скончались, 833 тысячи выздоровели. Глава Якутии Сан Николаев осмотрел объекты благоустройства, дворовых территорий и общественных пространств Якутска. Первый пункт объезда – сквер Ямщиков. Работы по благоустройству на заключительном этапе. Сквер откроют 10 сентября. Далее глава Якутии осмотрел дворовую территорию многоквартирных домов по улице Каландрашвили и Павлика Морозова. Работы здесь должны были завершить еще в 2019-м, но из-за недобросовестного подрядчика благоустройство затянулось. Сейчас работы возобновили и устранили все замечания. Следующий пункт – озеро Талая, где завершается 2-й этап благоустройства. На объекте устанавливают малые архитектурные формы и обустраивают пешеходные и велосипедные дорожки. В данное время уже пешеходная, как вы видите, с 2 сторон, левый и правый берег, уже готовы. Вот, получается, монолит на винтовых сваях и на металлокаркасе полностью стоит. Осталось только брусчатку сделать и ограждение. Ограждение непосредственно занимается цеху, тоже заказывается. Ну и, так сказать, до октября все закончим.
Чурапчинском районе почтили память легендарного тренера. В день рождения Дмитрия Коркина руководство района и воспитанники тренера возложили венки к его памятнику на территории Чурапчинской школы-интерната Олимпийского резерва. Прославленный тренер родился в 1928 году в селе Кытанах. Дмитрий Коркин воспитал двух олимпийских чемпионов Романа Дмитриева и Павла Пенигина, олимпийского призера Александра Иванова и еще десятки мастеров спорта и чемпионов различного уровня. С именем Дмитрия Коркина тесно связано понятие «Якутская школа вольной борьбы». Его подход к тренировкам и методы воспитания взяли за образец многие отечественные и мировые тренеры. Недавно у нас был с рабочим визитом наш Илдархан Айсин Сергеевич Николаев. И по просьбе жителей Улуса, по просьбе учеников, воспитанников и по просьбе вдовы Александры Семеновны, от их имени мы дали просьбу, чтобы 95-летий юбилей Дмитрия Петровича Коркина мы попросили провести именно в село Чурапча. В Якутске сегодня также возложили цветы к памятнику Дмитрия Коркина. Почтить память великого тренера собрались его родственники, воспитанники, друзья и любители вольной борьбы, для которых Дмитрий Коркин был и остается примером для подражания. Каждый год проводим соревнования, международный турнир памяти нашего выдающего тренера. Но, к сожалению, в этом году в связи с пандемией коронавируса мы в этом году, как говорится, не проводим, потому что все международные турниры Федерации всемирной борьбы отменили, поэтому в этом году, к сожалению, мы не проводим. В Якутии открыто 4 Роснефть-класса, которые курирует предприятие ТАСС-Юрях-нефтегазодобыча. Учащиеся углубленно изучают профильные предметы совместно с преподавателями вуза-партнера Мирнинского политехнического института. Подробности в следующем сюжете. Какую роль сыграла нефтегазовая отрасль в победе над фашистской Германией? Как добывали нефть во времена Великой Отечественной войны? И насколько тяжело было добывать нефть в середине 20 века? Новый учебный год ученики Роснефть-класса начали с классного часа на эту тему. Мы не делаем почти ничего своими руками. Сидит оператор, и машина делает все за него. Он только следит за тем, чтобы все работало как по часам. А тогда люди делали все своими руками. Каждый вентиль, каждый рычаг, каждый миллиметр, проходивший в бурении скважин, каждый литр нефти, все было сделано руками. В 1941 году в Советском Союзе добыли больше 30 миллионов тонн нефти. В конце классного часа ученики Роснефть-класса отметили, насколько был недооценен вклад нефтегазовой отрасли в победу над фашистами. Ведь все танки, самолеты и автомобили работали на топливе, которое добывали нефтяники. Вся наша жизнь связана с воспоминаниями о Великой Отечественной войне. И к 75-летию просто невозможно не проговорить 1 сентября о вкладе нашей страны, о Великой Победе. Эти 11-классники станут 3-м выпуском Роснефть-класса в Мирном. С новым учебным годом с поздравлениями к ученикам обратились руководители компании ТАСС-Юрях-нефтегазодобыча. Поздравляю учеников Роснефть-класса с началом нового учебного года. Признаюсь, я вам завидую. Ведь вы поступили в Роснефть-класс, а значит определились в будущей профессии и со своими целями на ближайшие 5-10 лет. А на мой взгляд, жизнь с целью и со смыслом гораздо проще и интереснее. Удачи вам и желаю, что новый учебный год приблизит вас к вашим целям. Роснефть-класс – это первая ступень корпоративной системы непрерывного образования школа, вуз, предприятие. Далее Роснефть ждет выпускников в своих вузах-партнерах, при поступлении в которые ученики профильных классов имеют особое преимущество, а после освоения профессии в рядах молодых специалистов компании. Сегодня в Якутии работают 4 Роснефть-класса. 2 из них в 26-й школе Алмазной столицы и еще 2 в 1-й школе Ленска. В этом году вступительные испытания в 10-й профильный класс успешно прошли 28 ребят в Мирном и 17 в Ленске. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Ярмарка выходного дня открылась в центре Якутска. Торговые палатки расположились возле Министерства сельского хозяйства. На прилавках свежие овощи, мясо и рыба. Свою продукцию представили крестьянские и фермерские хозяйства из центральных и северных районов Якутии. Ярмарка будет работать по субботам до конца сентября.
Нам очень приятно, что Министерство сельского хозяйства нам выделяет площадь для того, чтобы мы могли в центре города продавать свою продукцию. Это очень востребовано, и здесь в основном представлена сезонная продукция. Свежий картофель, овощи, рыба, только-только выловлена. Тут даже есть кокобяйские караси, которые в эту ночь выловили, и прямо уже здесь продаются. Мясо свежего боя. И тем самым мы обогащаем ассортимент нашей местной продукции, и тем самым сами товаропроизводители видят своих покупателей, понимают, для кого их продукт, и как нужно упаковывать, как нужно преподносить этот продукт. Необычная песочница появилась в Нерюнгри в парке Казанского храма. Подарок детям своими руками сделал энтузиаст, коллекционер ретро-машин Александр Азарян. Тему продолжит Тамара Игнатьева. От «Жигулей» взял спидометр, панель приборов, и вот так вот прикрутили. И детям интересно, конечно, будет. Сам помню свое детство, за рулем посидеть машины. Старенький микроавтобус «РАФ Латвия» достался коллекционеру Азаряну на запчасти. Точно такой же автобус, но настоящий, после реставрации, будет скоро бегать по городу. А из донора решено было сотворить необычную песочницу. А идея родилась как сама собой, наверное, чуть-чуть фантазии, и решили сделать детскую песочницу. И детям интересно, и руль покрутить, и родителям есть где посидеть на лавочках, и солнце не будет светить и детишкам, дабы вот так. Песочница оформлена в стиле советских времен, а песок в нем морской, из Владивостока. Александр благодарит всех, кто помог ему воплотить свою идею – сварщику, рихтовщику, художнику. После завершения песочницы долго думали, куда, в какую именно детскую площадку ее установить. Решили на территории церкви иконы Божией Матери. Все знают, поставили год-два назад мотоцикл в парк, день-два, и уже стояло пол мотоцикла. Поэтому приняли решение такое, что дабы не простоял он 2 дня, а подольше, пусть лучше стоит в таком красивом месте, как наша церковь. Действительно, парк храма – излюбленное место детворы. Здесь всегда приходят отдохнуть и мамы со своими малышами. Я выражаю благодарность нашим прихожанам, которые, по инициативе которых у нас будет такой небольшой новый аттракцион для детей. Потому что парк нашего храма, он один из популярных в нашем районе. И можно увидеть большое количество детей, которые приходят сюда отдохнуть, погулять, поиграть в футбол, покататься на качелях, просто побыть спокойно в обстановке. На радость детям осень выдалась теплая, поэтому поиграть в парке у них еще будет время. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. Корреспонденты телеканала «Якутия-24» продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.